Со дня формирования первого состава Общественной палаты уже прошло более 10 лет. С одной стороны, это большой срок, с другой стороны, это только начало пути. Первый состав Общественной палаты Республики Саха-Якутия был сформирован в июле 2011 года в целях консолидации общества, повышения его роли в управлении государством. Тогда в числе первых в России был принят и начал реализовываться региональный закон об Общественной палате Республики Саха-Якутия. Первоначально палата состояла из 30 человек, 15 из которых являлись списком президента республики, 15 были отобраны по конкурсу среди общественных организаций. Первый состав Общественной палаты возглавил профессор, доктор исторических наук Василий Николаевич Иванов, который много лет возглавлял научно-исследовательский институт АЛАХО СВФУ имени Максима Кировича Мусова. В палате работали комиссии и провели также цикл гражданских форумов и первый гражданский форум Якутии. Мы уже говорили, что представляла в первом-втором составе Российской Федерации Валентина Ивановна Кириллина, а в третьем составе продолжил работу Андрей Андреевич Мартынов. Тогда члены Общественной палаты вошли в состав общественных советов министерств и ведомств республики, участвовали в работе парламентских и прочих комиссий, различных рабочих групп. Можно отметить несколько основных направлений работы палаты с 2011 по 2014 год. Это организация общественного контроля в сфере ЖКХ, рассмотрение основных направлений реализации указа президента о комплексных мерах по развитию села в Республике Саха-Якутия, обсуждение закона об общественном контроле в Республике Саха-Якутия, слушание о природоохранной деятельности и приоритетных задачах по охране окружающей среды с такими фирмами, как Сургутнефтегаз и Якутуголь. Общественная палата в 2012 году организовала форум, в работе которого приняли участие около 600 представителей общественных организаций республики. Такая форма взаимодействия нашла большую поддержку и развитие в республике, и в течение 2013-2014 годов были проведены еще 3 заседания форума. По итогам работы форумов были разработаны и переданы президенту республики рекомендации и предложения, среди которых инициатива к комплексам развития села и арктической зоны. День народного единства 4 ноября по инициативе Общественной палаты республики в помощь пострадавшим от наводнения был проведен благотворительный телемарафон. Это стало потом доброй традицией. В апреле 2014 года прошел первый республиканский форум НКО, собравший более 100 представителей общественных организаций и движений. Итогом форума стало подписание соглашения представителями некоммерческих организаций Республики Саха-Якутия и руководством республики о взаимодействии власти и общества. По итогам форума был создан департамент по развитию гражданских инициатив, выделены средства на гранты СОНКО, создана нормативно-правовая база грантовой и иной помощи некоммерческим организациям. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия, Советом муниципальных образований, Счетной палатой республики. В целом, если говорить о работе, первый состав, благодаря опыту и мудрости, активной гражданской позиции, создал надежный фундамент, нормативно-правовую базу, основал традиции, показал путь для дальнейшего развития. Второй состав был сформирован в июле 2014 года. Председателем второго состава Общественной палаты был избран председатель Саха-Якутской республиканской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, член ЦК профсоюзов работников Союза, Совета Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия Вячеслав Петрович Алексеев. Согласно новым поправкам в закон об Общественной палате, численность палаты составила 66 человек, из которых 36 представителей общественных советов муниципальных образований. Такой алгоритм формирования состава палаты позволил наладить прямые связи и оперативный обмен информацией с вузами республики. Представителями Общественной палаты Якутии в Общественной палате России стала заместитель председателя Общественной палаты Марина Олеговна Богословская. В составе палаты было сформировано 14 профильных комиссий, деятельность которых проводилась по индивидуальным планам. Основными методами работы палаты стали организация свободных дискуссий и круглых столов по широкому спектру вопросов, поддержка гражданских инициатив, работа с обращением граждан, общественный контроль за ходом реализации госпрограмм. Значимым событием для гражданского общества республики в 2014-2015 году явились проведение форумов некоммерческих организаций республики. И впервые в республике был проведен форум Общественной палаты Российской Федерации,
по ДФВО сообщества в 2015 году. Обсуждение взаимодействия НКО и гражданских активистов с органами власти в городе Якутске. Дни Якутии в Общественной палате Российской Федерации. Это впервые было проведено тоже во время работы второго состава. Культурный форум регионов России в Якутске. Проведение также зональных гражданских форумов. Обсуждение проектов федерального закона об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе. Шло такое очень активное обсуждение дальневосточного гектара. И стратегии развития в действиях в интересах детей, слушание по строительству, по обсуждению хода выполнения распоряжения о строительстве республиканского онкологического диспансера и другие. С тех пор ежегодно Общественная палата Республики Саха-Якутия составляются и публикуются доклады о состоянии гражданского общества в нашей республике. Большим успехом в дальнейшем развитии третьего сектора экономики стало создание Министерства по развитию институтов гражданского общества республики, которое возглавила Сардана Михайловна Гурьева. С 2016 года Общественная палата размещается в новом здании общественного центра, полностью располагает необходимыми площадями, мебелью и оборудованием для работы, имеет собственный зал заседаний. В том же году принесли плоды многолетние усилия по созданию в форме самостоятельного государственного казенного учреждения аппарата Общественной палаты со штатной численностью 5 человек. В те годы совместно с общественными советами муниципальных районов была усилена работа в части общественного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и действиями уполномоченного органа и надзорных органов республики и надзорных органов в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Я вот помню эти жаркие дебаты, вот эти, когда мы, общественность стала на путь борьбы с нелегальным оборотом наркотиков и алкогольной продукции. Также Общественная палата с Общественным советом при Министерстве жилищно-коммунального строительства и энергетики осуществляла общественный контроль над ходом строительства Якутской ГРЭС-2. Проводились организации общественного мониторинга хода реализации госпрограмм, различных госпрограмм. Третий состав Общественной палаты начал свою работу 25 июля 2017 года. В состав палаты вошли 66 человек. В палате были представлены 25 районов республики, сформировано 11 комиссий. Также созданы 5 межкомиссионных рабочих групп. На первом заседании председателем Общественной палаты был избран Сергачев Алексей Егорович. Заместителем председателя палаты стали Семен Васильевич Кырбасов, Валентина Ивановна Кирилловна, Айхал Иванович Габышев, Наталья Альбертовна Харенко, Елена Ивановна Шудря. В феврале 2017 года членом Общественной палаты Российской Федерации в 6-м составе от Республики Саха-Якутия был избран Вячеслав Петрович Алексеев. Задачей третьего состава Общественной палаты были определены разработка четких механизмов взаимодействия по наиболее актуальным направлениям развития республики, имеющим социальную значимость. Всего за время работы третьего состава было проведено 13 пленарных заседаний, более 250 публичных мероприятий в различных формах. Активно работала Общественная палата с Государственным собранием Милтумен и в плане законопроектной деятельности правительства. Всего было на 2017 год включены 32 законопроекта. Были подписаны соглашения о сотрудничестве, их было более 10. В рамках реализации заключенных соглашений впервые заработал Институт постоянного представительства Общественной палаты в правительстве Республики Саха-Якутия и Государственном собрании Элтубен, что дало возможность оперативного и эффективного взаимодействия при принятии управленческих решений для реализации социально значимых задач. В 2018 году был создан Общественный совет по независимой оценке условий качества оказания услуг. Межкомиссионные рабочие группы проводятся постоянная работа по независимой оценке качества услуг в сфере образования, культуры, охраны здоровья, социального обслуживания. Одним из основных функций Общественной палаты является общественный контроль. Настоящим прорывом в развитии общественного контроля в 2018 году стало создание масштабной системы наблюдения на выборах президента страны. В Республике Саха-Якутия для осуществления общественного контроля в период проведения выборов президента Российской Федерации был сформирован институт наблюдателей на всех избирательных участках в количестве 1440 человек.
В 2019 году Общественная палата организовала общественное наблюдение во время проведения выборов глав муниципальных районов и городского округа. В 2020 году Общественная палата поддержала инициативу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о внесении изменений в основной закон страны, Конституцию Российской Федерации. Мы сформировали тогда Институт общественных тоже наблюдателей на общероссийском голосовании, и наши общественные наблюдатели 7 дней работали на выборах, на голосовании по изменениям в Конституцию. По итогам реализации проекта аэропорту города Якутска было присвоено имя Платона Алексеевича Аюнского. Также был реализован масштабный проект «Мои идеи Дальнему Востоку» по сбору предложений в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. В 2019 году был запущен собственный проект, посвященный тематике года «Народный правотворец». В 2018 году в Якутске под представительством члена Совета Общественной палаты Российской Федерации, президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игоря Леонидовича Шпектора, который нас всегда поддерживал, состоялось выездное заседание комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации. Рассматривались и резонансные обсуждения вопросов строительства газоперерабатывающего завода. Неравнодушные к судьбе республики граждане собрались на площадке Общественной палаты, чтобы высказать опасения и конструктивные предложения по решению проблемы. С подачи члена Общественного совета Ленского района, члена Общественной палаты Александра Саморцева, был поднят вопрос о сохранности речки Мухтуйка в Ленском районе при строительстве компании «Газпром Трансгаз Томс» базы ЛПУ магистрального газопровода, являющейся частью мегапроекта «Сила Сибири». В результате совместной работы членов Общественного совета района и местного населения удалось добиться демонтажа канализационной системы, которая предоставляла угрозу загрязнения акватории водосбора. Благодаря активности членов общественных советов Оленёкского и Хангаласского районов была достигнута договоренность об изменении маршрута перевозки необия, минуя населенные пункты и реки. Нужно отметить, что предложения Общественной палаты Республики Саха-Якутия нашли отражение в документах, в том числе вопросы развития вездеходного транспорта, малой авиации, зимних автодорог, завоза грузов и устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2025 года. Одним из итогов стало решение Общественной палаты Республики принять участие в отчетах правительства Республики Саха-Якутия перед населением. Итак, с начала февраля члены Общественной палаты принимают активное участие на отчетах правительства в поездках по всем районам. Ну, теперь мы надеемся, что после ковида мы тоже начнем ездить по районам и участвовать очно уже в отчетах. 26 апреля 2021 года сформирован новый 4-й состав Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Вы знаете, что были определенные трудности, связанные с ковидом. На первом пленарном заседании председателем Общественной палаты был избран ваш покорный слуга. Заместителем председателя стали Горохов Иван Иванович, Кириллина Валентина Ивановна, Ефремова Лена Павловна, Харенко Наталья Альбертовна, Приценко Александр Павлович. Утверждена структура в составе 12 комиссий. В 7-м составе Общественной палаты Российской Федерации 2020 года представляет республику заместитель председателя Общественной палаты Ефремова Лена Павловна и является членом комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Кроме этого, члена Общественной палаты включены в составы общественных советов федеральных структур. Марфусалова Августа Дмитриевна, член Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации, Асаева Татьяна Николаевна, член Общественного совета Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. По реализации политики межрегионального сотрудничества с Общественной палатой в этом году было подписано соглашение о взаимодействии с Общественной палатой Республики Татарстан. В рамках осуществления контроля за реализацией национальных проектов в республике 12 ноября текущего года при Общественной палате образован и утвержден Координационный совет по национальным проектам и народосбережению под руководством заместителя председателя Общественной палаты Кириллиной Валентины Ивановны. Разработан и утвержден план работы на 2021 год.
По указанному плану у нас уже есть выезды по республике. Например, наша комиссия посетила уже Вилюйскую группу районов. Также в пределах своих полномочий по осуществлению общественного контроля по обращению жителей и представителей общественных организаций в СМИ о деятельности по размещению строительства атомной электрической станции малой мощности с реакторной установкой организован круглый стол, по итогам которого выработаны и приняты предложения и рекомендации, и общественность республики посетила Нововоронежскую атомную электростанцию. Как мы все знаем, в этом году стихия огня охватила наши леса природными пожарами, и в целях объединения общих усилий общественности по борьбе с пожарами совместно с Центром по работе с волонтерами, общественниками республики был создан единый общественный добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами, где активное участие принимали члены нашей общественной палаты. Общественная палата на заседании Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики предложила рассмотреть вопрос о разрешении организованных сельскохозяйственных палов в весенний период. Традиционно в октябре была проведена совместно с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям региональный гражданский форум «Здоровый якутянин. Здоровое общество», посвященный Году здоровья в Республике Саха-Якутия в онлайн-формате. С начала 2021 года вы знаете, что была большая работа по осуществлению подготовки, осуществлению общественного контроля за ходом голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Подготовлены были более 2400 человек, наблюдателей. И в сам день голосования было направлено 2090 наблюдателей от Общественной палаты во все наши избирательные участки нашей республики. Были организованы выезды членов Общественной палаты. Наши эксперты посетили 27 улусов и обучили наших наблюдателей. В 9 районах и городских округах проведено онлайн-формате. Общественной палатой в целях проведения общественного наблюдения за ходом голосования были подписаны соглашения о сотрудничестве с 4 ведущими политическими партиями и 10 общественными объединениями. Проведено дополнительное обучение представителей политических партий. В дни голосования работали у нас, здесь работал Центр общественного наблюдения с возможностью круглосуточного онлайн-видеонаблюдения за участковыми избирательными комиссиями. Руководителем Центра выступила член Общественной палаты Черепанова Альбина Прокопьевна. Это был такой очень хороший опыт. Общественная палата ежегодно проводит гражданские форумы муниципального и республиканского значения, проводит системную работу по взаимодействию с общественными советами исполнительных органов власти и муниципальных образований, оказывает им информационную, методическую и практическую помощь, взаимодействует с другими общественными объединениями и гражданами для выработки совместных решений, проведения общественного контроля, решения актуальных вопросов. В планах очень много мероприятий у нас. Одним из них является переформатирование работы экспертного совета. Экспертный совет, на наш взгляд, должен стать действенным органом, который окажет помощь в проведении общественной экспертизы проектов, нулевых чтений и программ социально-экономического развития республики, и благодаря которому можно будет привлечь к участию общественные институты. За 10 лет работы Общественная палата стала не просто институтом гражданского общества. Сегодня она является одной из важнейших дискуссионных площадок, где объединяются усилия по взаимодействию власти и гражданского общества. Создан авторитетный институт обеспечения интересов населения республики, защиты его прав и свобод при формировании и реализации государственной политики. Сегодняшняя юбилейная пленарная сессия, которая проходит 2 дня, внесла много предложений со всех уголков не только нашей республики, но и всей страны. Мы увидели хорошие примеры наших коллег, получили отзывы и предложения с мест, с районов. Отрадно, что члены Общественной палаты готовы работать и улучшать качество жизни нашей республики. Спасибо за внимание. За самоотверженное служение делу, защиты прав и свобод человека и гражданина, безупречную деловую репутацию, приверженность к высоким идеалам чести и достоинства,
длительную и плодотворную работу в Общественной палате Республики Саха-Якутия юбилейные знаки к десятилетию Общественной палаты Республики вручаются Алексееву Вячеславу Петровичу, председателю Общественной палаты Республики Саха-Якутия второго состава. Сергучеву Алексею Егоровичу, председателю Общественной палаты Республики Саха-Якутия третьего состава. Васильевой Галине Сафроновне, члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия третьего состава. Гребенникову Николаю Григорьевичу, члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия третьего и четвертого составов. Егорову Ивану Яковлевичу, члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия первого, второго, третьего и четвертого составов. Кырбасову Семену Васильевичу, члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия первого, второго и третьего составов.